что, легенда на гибрид силу приехала. Посмотрим, что. Какие-то замечания есть? Вообще никаких. Ну, просто проверить, да? Глянем, еще лобовуха вторая, да? Ну, это я... Нравится машина? Вообще. Это же легенда. 4,5 года уже езжу. Уже 4 года. Сколько, как ты думаешь, за эти 4,5 года денег сэкономил на бензине? У меня еще газ А стоит. еще и газ стоит, красавчик. Моя школа. 20-й Prius это самый экономичный, наверное, это что можно придумать. 132 тысячи проездил. Уже Ага. на газу. А на Ё-моё. газу это 100 тысяч проездил. 100 тысяч уже на газу. Даже, ребята, я не хочу здесь считать, вот это вот сами посчитайте. Литр газа и литр бензина. На газу больше кушает. Я не знаю. На 100 километров сколько у тебя денег уходит? Короче, на 900 рублей заливаюсь, летом 500-600 километров проезжаю, Да. а зимой 300-350 проезжаю. Зимой 300-350, летом 500. На 900 рублей. Да, Вот 600 вам. проезжаю. Вот вам и весь расклад, ребята. Даже 600. Это по городу или тут По городу? таксуешь? Да. Нормально. Тогда ты обеспеченный товарищ, чем я могу сказать. Я всем, ребят, рекомендую, вот кто заколебался там в офисе где-то сидеть, на дядю работать. Выходите, потому что рынок у нас, Я на дядю тоже работаю. да, еще на дядю одновременно. В общем, рынок сейчас у нас, ребята, которые приезжие, их мы тут зажали маленечко. Вот. Тарифы нормальные стали на вот это все. Можно спокойненько самозанятым включиться и спокойненько кататься индрайвер, в принципе. Да. Че нет-то? Ну, нифига себе у Сиенточки, какие тапки интересные, да? О, это называется изолента. Изолента. Че, глянем, что внутри? 100 тысяч уже пробежал на газу, говорит. Ну, ё-моё. Четенько, как дверь закрылась. Так, музычка. Видите, все. Все для людей, ребята. Полный руль кнопок. Тут все тоже кнопки, по-моему, да? Все, кондиционер на максималке дует. Все четенько, резиновые коврики. Ну, здорово. Человек просто хочет проверить свое авто. Да, конечно, вот эта вот приборочка маленькая. Сейчас просто проверим батареечку. Вот. Руль тугой. Не такой, как у меня. Ну, извините. Сколько тысяч километров она уже. Все есть. Может, даже тут есть у нее автопарковка. До такой степени. Даже звезды американские на таких машинах не стремались ездить. Хотя стремались. Там даже какой-то ролик есть. Это что за машина? А это Prius. Сейчас стану тут, как я всегда стою. Чтобы более-менее было удобно мне тут лазить. Ну и обзор сейчас сделаю, что там, как газ стоит. Что за оборудование и так далее. Где кнопки газовые. Вот газовая кнопка, смотрите. Ну здорово, здорово, ребят. Что я могу сказать? Четко. Мне нравится. Старая, конечно, машина, но что поделать. Вот еще интересный видеорегистратор. Начинаем. Сейчас Я брал 71. 71. Сейчас как этот трип-то посмотреть? Где-то тут были кнопки. Вот слева. Вот наверху. Вот это? Ага. Ага. 3500 что-то тут до замены масла, походу, да? 198 тысяч. 200 тысяч. А брал сколько? 71. 71. Вот и пожалуйста. 130 тысяч человек проехал. Нарекания есть? Вообще никаких. Вообще четко, да? Но. Короче, это станок для зарабатывания денег. Да. Чисто для такси. Да. Плюс на газу. Специально для такси. Да, где-то 170 рублей 100 километров, ребят. Это здесь у нас. 170 рублей 100 километров. За 100 километров ты можешь нормально так проехать и нормально денег заработать. Поэтому чисто в свое удовольствие видно, что машинка не затертая. Все выглядит четенько. Вот 30-й Prius, конечно, по надежности похуже будет, но он поинтереснее, конечно, посовременнее. Но вот это экономичней. Я раньше даже как-то мечтал вот такую купить, чисто газ влупить и кататься им. И все. И в свое удовольствие. Захотел — поработал, не захотел — не поработал. Как бы такое дело. Денежки откладывать, что-нибудь покупать. Вот. Перепродавать, покупать. Вообще дело было так, поехал Так. за 20-м, друг попросил перегнать машину с Владивостока, Так. 20-й Prius. Ага. Перегнал и за 7 тысяч приехал.
на бензин только 7 тысяч ушло. Это в декабре месяце было. И я тогда задумался, нифига себе, 7 тысяч. И потом этот Виша продал, Ага. и этот поехал этот за 30-м плюсом, потому что вот эта машина мне вообще не нравится. Да мне тоже она не нравится. Внешне она мне не нравится. Внешне и внутренне вообще не нравится. Да. Ну, она старенькая, конечно, устаревшая. Но и... И этот, короче, этот однополчанин этот, переговорили, он с Владивостока сам, этот машинами занимается, говорит, Алик, если для такси, бери 20-й Prius. Да. 30-й Prius, это там это проблем дофига. Ну, похуже, да. Да, 20-й Prius возьмешь, этот проблем не будешь знать. Это автомат Калашникова. Вот так и получилось. Это даже АКМ. Модернизированный. Но они изначально сделали, да, четко. И тем более у меня анализатор тоже от него мозги. От него мозги, вот от этого. Скрытые мозги, вся проводка от него. В моем анализаторе, которым я батарейки проверяю. Но внешне, да, он мне тоже не нравится. Вообще не нравится. Стрёмный, да? Ну, сейчас это... А сейчас пригляделся Сейчас уже, уже, да? Сейчас уже нравится. Сейчас уже как родной. Это как жена, понимаешь? 4,5 года уже. 4,5 года. Ну, я даже могу только представить, сколько денег заработал. Нормально? Ну, не бедствуешь. Нормально, достойно. Вообще без проблем. Да, я тоже считаю. И вот, кстати, самое главное, это в стоке, я его вижу, видите? Родное литье, еще должны были колпаки еще сверху быть. А колпаки есть Куда дел? в гараже. Они у тебя экономят сколько-то грамм. Да. Ну, а японцы до такой степени заморочились. Аэродинамика, да. Представьте себе, на алюминиевый диск они запялили какой-то пластиковый, ну, как колпак, как раньше на Жигули мы тюнинг делали. Вот, а тут на литье, чтобы это одеть, красоту скрыть. Но каждая мелочь, видите, они вот дотошные. Как она вся выглядит, кстати, четко у тебя. За 4 года даже, ну, какие-то маленечко потертость тут какая-то. Да, ну, да, это... да, много. Там еще, там ударили. Ну, это за 4 года все что угодно, ребят, может произойти. Вот такое ощущение. А, ну да, стопака нету. Все есть. А, стопак уже контракт есть. Сколько, кстати, стопак стоит? Короче, я искал это в Владивостоке, там это 6,5 стоит. Ну, Но я вот этот автоярмарки нашел за 4,5. 4,5, потому что никто не покупает, у них валялось. Думают, нафиг надо скидывать уже цены. Да? Ага. Он ступичный узел купил. Так, за ступичный узел. 650. О, а что такое дорогое покупаешь? Ну, это японская. Ты решил чисто жировать, да? Ну, когда у человека есть деньги, он так делает. Я бы не покупал никогда. Не, этот, чтобы достойно ездить. А, достойно ездить. Я всегда кидаю. И вот у меня вот недавно тут даже подшипник полетел. Я самый китайский подшипник поставил. Да? Суть заключается в том, что его вскрыть и смазать. И все. Ну, если он В скрывается. этих делах я тут Да, туманный. туманный. Поэтому из тебя, короче, взяли как за цену 3 подшипников. Понимаешь, ты бы мог бы 3 поменять. Сразу же уже. А тем не отдать. Чтобы я телегу себе на новую лодку сделал. Ладно, шутки шутками. Короче, разбираем. Залазим в этот. Ну, доволен. Доволен. Четкая же тачка. Вообще, Простая, ходовка, что? Зима, холодно. вообще зимой. А, у тебя я еще- думал, это холодно. Холодно все-таки. Не, думал холодно. А, Как думал вообще холодно. тепло. А, ты думал холодно. Но, Но она теплая. да. Что-то вот кроме подпленок еще что-нибудь клеил? Я постоянно клею этот зимой. А, зимой. Ага, Ага. Ну это надо, да. чтобы комфортно ездить, тепле. Ну. Вообще нарекания есть в машине? За 4 года. Знаешь, что я подумал, да? Была бы новая машина вот такая, Да. я б еще раз купил бы. Еще бы купил такую Да, же. новую. Сейчас. Да. Прям. А ты знаешь, у них история какая? Они же до 2010 года выпускались. И потом юбилейную, а еще 1 год. А, 2011. Да. Не, Они вместе с 30-кой на конвейере стояли. я же изучал этот, когда мне это однополчанин сказал, Да. 20-й плюс покупает, это комплектацию какую. Да. Ж Туринг есть, оказывается. Я же искал этот Ж и Ж Туринг. Ж Тауринг. искал. Тауринг. Но. Тауринг. Но. Искал, оказывается, они 2007 и 2008 только, оказывается, они. Но. Ж Туринг. А 9-го, 10-го нет, оказывается. А 11-й? Нету. А 11-й юбилейный. Юбилейные нет. Юбилейка. 9-й, 10-й, там 11-й. В 11-й они все, короче, фигачили уже, все, что было. Все, что на складах, что все очистить. У меня сиденье не тряпка, а этот, как его,
Велюр? Мокрый асфальт. Как его? Как называется? Алькантара. Алькантара, да. Ну вот это вот, которое на краунах старых, да, было Да, у нас? да. На как Чайзер, вот это все. Но... Но 11-й год, чисто как я понял, то что машина людям понравилась, а все перестали выпускать. Люди говорят, нафиг нам ваша 30-ка? Дайте нам еще 20-ку. Не, И еще год они выпускали. Когда я брал машину, были 10-11 года. Да. Ну, Но тебе комплектация не понравилась. Хорошие были. Но. А ну они стоили дешевле. 500-550 стоили. Но. А это была самая дорогая. 610 купил я. 610. Почему? Из-за комплектации. У тебя есть автопарковка есть? Есть. Ну вот, я эту кнопку эту не знаю, где она там находится. Но то, что все кнопки есть, это очень хорошо. Ну, никогда не использовал эту кнопку. Да, кстати, удобно. Ну, для женщины, Ну, наверное. Ладно, все, короче, болтовню оставляем, потому что и так эпилог уже. Ну вот, изначально все было. Все косяки, которые тут есть, это все твое получается. Она была, когда ты ее покупал, чистенькая, все, Ну, ничего не было. Косяки. Ну, По сейчас, салону, да. ухряпанная была по салону. Не, нормально. За 70 тысяч же всего какая там. Вообще все новое было. Наверное, еще даже пленки тут были. Даже вот смотрите, какие этикетки есть. Пальцы же девичьи, интересно, нет? По-моему, девичьи, да? У меня же не такие. Смотрите, у меня-то под ногтями грязь трудовая, блин. Вот. Ну, все работает, все четко. Лично я 20-й Prius мне не нравится, но я хотел себе купить, чтобы поставить газ. А газ у человека по-любому здесь. Ну, мы сейчас не увидим, наверное. Но все равно сейчас будем все это вытаскивать. Это все увидится. Ладно, приступаем. Видите, как он едет? На электротяге. На электротяге едет. Вот кондиционер накапал уже. Четкая тачка. Тут тупанул, не показал, что у человека лежит вот это этот набор этого, да? Ага. Огнетушитель, все дела. Да, ага. Вот. Все вмещается, вот баллонник вот так вот по-стариковски чисто, видите, как все сделано. Я тоже так же делаю, чтобы не бренчало. Заматываю. И вот самая экономия, ребята, в чем заключается. Хоба. Вот он. У меня такой же баллон, кстати. 53 литра. Нет, у меня 38. Ну, ты потому что этот засекатель убрал. Написано вот 53. В него максималка 53 залезет. А, не, это ограничитель не убирал. Не убирал, вот поэтому. Или, вот 47, ёпть. Вот они зачеркнули, 47, да. У меня 42 литра влазит. Если вот под затяжку, короче. Но все равно чуть-чуть расширение оставляется. Так, смотрим, как они устанавливают. Кто устанавливал, кстати? Автогаз Про. Автогаз Про. Ну, у меня, да, Женя. Женя, либо Макс, или как. Ага. Ну. Это напротив этого? Да. Автогаз Про, ребята, они устанавливают четко. Но есть еще и конкуренты, как бы. Автогаз Про, это тоже всегда. Первый у меня гибрид был именно Женей установлен. Евгений там есть Автогаз Про. Он самый специалист считается. Но так как последний раз я с ним пообщался, но не было у меня лишних денег, чтобы отдавать, допустим, 15 тысяч переплаты. Хотя есть другие ребята, которые ездят подешевле. Я решил попробовать. Ну и других, как говорится, в другом месте установил. Кто знает, тот видел мои ролики. Смотрите, вот единственное, то что тут чуть-чуть какая-то переделка у тебя была, я так понимаю. А, это стойки. Да, вишовские стойки, чтобы снизу откручивать, чтобы сюда больше не лазить. Просто, чтобы этот снизу, чтобы этот салон не разбирали. Да, это специальная переделка, это еще с вишей осталось. Потому что у виша, чтобы в стойку залазить сюда, тут все разобрать. Да. И вот берут, переваривают, да. И делают вот такую вот самоделку, чтобы снизу все болты были снизу. Потому что тут так хитренько, вон там один, вон там сидит. Ага. И вот это все чтобы снимать, вот это все, чтобы салон не разбирать, чтобы было удобно. Ага. Специально. Это лайфхак наш чисто. Единственное, то, что у тебя вот косяк, то, что когда вот так вот делают ребята, ну каким-нибудь баллончиком, красочкой-то можно же было пшикнуть. Ржавчина пошла. Ну да. Видишь, косяк. В принципе, да. Да. Я вот тоже, вот ребята, которые стойки, вот, может, кто мои смотрит ролики, да? Вы стойки качаете, да, ребята? Ну не жопьтесь, вы возьмите черный этот баллончик краски, ты копеечный, 400 рублей. Вы что-то там скрыли, там нарезали резьбу, попшикайте хотя бы чуть-чуть. 5 минут перекурите, кофейка попейте, да? Ну да.
Причем вот такой вот оставлять вот это тоже, это культура, ребят. Правильно говоришь. Да, вот у меня тоже вот есть культура, я тоже иногда жду что-нибудь вот такие моменты, когда что-нибудь делаю, всегда выжидаю. Потому что вот так вот оставлять ржавчину, что потом она, ну, непотребна же, смотрите. Конечно, я не спорю, то, что тут никто не смотрит, никто не видит, но опять-таки, вот так, пшик-пшик, когда это все сделали, пшикнули чуть-чуть красочкой, все, пусть она тут и будет. В принципе, правильно. Любой краской, синий, зеленый, разницы нет. Главное, чтобы, ну, пусть она там ржавчина уже так не вылезет. Ладно, это уже отступление. Сейчас посмотрим снизу, как сделан. Мне вот это вот интересно. Да, рама специальная, и вот идут кабеля. Единственный косяк, то что у человека нету запаски. Ну, можно, багажник позволяет, можно банан кинуть. Да. У меня банан лежал на 30-м приусе. Я вот сюда вот зафиксировал вот так, и вот так его затянул. Он у меня вот здесь вот посередине вот так вот двумя резинками зафиксированный был. И что-то надо кому-то, что-то багажник позволяет. Сверху бросаешь, правда, конечно, не так ровно, но я с запаской. А сейчас вот у меня вон там на багажнике лежит. Потому что тоже нету места под газовый баллон. Но вот это вот жесткая экономия. Вообще, даже вот кто... Я боюсь. Чего ты боишься? Чего боишься-то? Сейчас современное оборудование уже, все на кнопках, все сделано четко. ТО проходи там. Даже я ТО не прихожу. Уже 50 тысяч проехал почти. Я ни одну ТО не проходил. Лампочка загорится бедной смеси или чего-нибудь. Поеду, сделаю ТО. Ладно. Ну так нельзя делать, ребят. Конечно, надо проходить ТО. В общем, снимаем, смотрим. Ну, в 20-х живые батареи. Как тут все чистенько, смотрите. Соответственно, тут клапана не порваны. Видите, внутри даже под капотом, даже вот под этим, видите, я даже пальчиком провожу. Ничего нету. Ну, чуть-чуть пыль есть, чуть-чуть потихой. Но не так, как в некоторых бывает. Вот это я вот всегда вот так тоже снимаю. И посмотрим потом клапан. Ну, так как человек сам покупал, 70 пробег был. Я думаю, с клапанами все в порядке. Видел мои там ролики, где я клапана показываю? Это самое главное. Как только открыли, и у вас тут пыль, значит, у вас по-любому клапана. Их надо смотреть. Либо закрыть их нахер. Но когда закрываешь, двери закрываются и по ушам тебе будут долбить. По барабану. Я когда купил этот, сразу поехал, этот в Владивостоке, гибрид-сервис поехал, этот, посмотрели, говорит. Четко. Четко. Все, бери. Все четко. Ладно, начинаем. В общем, наблюдения мои, вот, да? Я говорю, смотри, как то, что у тебя дверь вот так спокойно открывается, закрывается. А хозяин сказал, то, что это наоборот плохо, когда пассажир выходит, он чик ткнул, она вот так встала. И они начинают локтем пинать, и может произойти удар соседнего авто. Поэтому тут тоже, видите, палка о двух концах. Кстати, вот эти чехлы, вот эти вот, да? Кожзамом вот этим. Как ты? Твоя рецензия? Говно? Отлично. Отлично, а вот это вот что вот получилось? Ну, это я такие сделаю. Моменты, да? Но у кого-то они прям вообще в непотребный вид происходят. Ну, я же этот 4,5 года езжу. Ну, и у тебя сразу поставил и сразу вот эти резинки положил. Резинки поставил сразу. Ну, резинки это тема. Вот я вот за резину вообще ничего не говорю. Это самое главное. Резина легко моется, легко сушится. Ну и как бы тут вода ни туда никак не проникнет. Так, тут я вижу, что наблюдаю, футболочку модную. Футболка. Так, ну что, начинаем спускать, снимать. Давай. Хорош болтать. Так, что мы смотрим? Все чистенько. Ну вот единственная сварочка вот начала дерджеветь. Сейчас я гляну, может у меня какой-то есть этот. Пшикнем пару раз. Такую надо технику беречь. Так, ну у меня, не знаю, зачистить чем есть, нет? Ну все чисто, смотрите, ребят. Говорит, один раз залазил, поэтому я увидел, тут клепочки одной не было. Хозяин признался, что это он потерял. Да. Ну все чисто, смотрите. Прям мило дело. И вот клапана, про которые я рассказываю. Прям смотрите, они с каким звуком. А вот с этой стороны, слушайте, вот. Так должно. Слушайте. Вот они. Вот. Звук. Клапана. Если эти клапана будут зазором, вся пыль будет сюда лететь. Ну вот началось уже, конечно, пыль. Но не так. Как вот иногда приезжают ко мне ребята, у которых клапана просто отсутствует, либо у них там зазор. Все в говне. Соответственно, если тут говно будет, вот эта весь вся пыль, все полетит в батарейку, батарейка перегреется и все. Ну и меньше будет жить. Так, ладно, снимаем, чуть-чуть осталось. В общем,
Кишков хватает здесь. Кишку хватает, кишков. Вот на входе вот такие вот моменты. Короче, она более проработанная, эта 20-ка. В общем, чуть-чуть. Немного пыли. Так, это есть? Поснимай, пожалуйста. Сейчас вентилятор будем продувать. Вот, вентилятор имеет вот такие вот лопасти. Но у него мотор вообще мощный. Вот. Четко. Ой. Ну пыль это сухая. И сухая. Особо. Я так собираю ее предварительно, чтобы там... Мне же надо наверх ее поднять. Эй, понял. Все вопросы там решаются. Наверху. Там у тебя лаборатория. Да? Теперь надо подумать, куда ее зацепить. А, поэтому вот глюк сделал, да? Все, куда зацепить? контент пошел. Дырочка маленькая. Ну, большая. У тебя, кажется, здесь все проработано. Вообще, спина-то моя же, я моя. Ну Кто да. будет таскать это? Все, теперь наверх. Отлично. Поднимаемся. Можешь отсюда поснимать, как поднимается он туда наверх. Ага, да? Пока. Все, запись идет? Идет. Поберегись. Все, пошла. Не мешать. Не мешать, не обращать. Все, поднимайся наверх. Электричество любит чистоту. Молодец. Все. Вот, ребят, как-то так должно быть это все дело. Чуть-чуть она, если там погнулась, ничего страшного, это же железо. А, правильно? Ага. Но как таскать это тоже дело. Да, да, да. Сейчас убираю защитные карабины. Хотя вот это вот крючок не совсем, конечно, хороший. Может быть, я потом переделаю его вот сюда за место этого крюка. Но иногда просто крюком зацепляю. Ладно. Ну, всегда имеет время, чтобы чтобы хорошо получилось. Четко, короче, молодец. Переворачиваем. Открываем. Так, где у меня тут все? Расслабон, тут чили. На Да. чили.
у Алексея здесь все отлично. Да. Все, вот крышечку открыли. Теперь вскрываем боковые фиксаторы. Глянем. 2000 какой год? 8-й. 2008 год. Посмотрим. Ну, должны быть они зеленые. По-любому. Зеленый? Да? А как? Ну ничего, поменяем. О! Что-то... Ну а как ты хотел? Хорошие. Сейчас мы подсоединим, все тут обслужим. И еще 100 тысяч будешь кататься. Когда я тебя смотрел, там вообще же зеленый бывает. Ну, у 20-ки просто меньше напряжения. И вот мозги у нее, смотри, какие. Да, обрати внимание. Видишь, какие мозги? Какой мозг. Всякие дополнительные релюшечки, тут всякая бяка. Вот эти мозги в основе мой анализатор. У него такие же мозги, и вот его релюшки. Разрядные. Ну все там сделано четко, конечно. Нам этого не понять, ребят. Ну да. Да, это надо шарить. Ну кто-то может шарит, но опять-таки одно дело шарить, другое дело делать. Да. Вот поэтому. Итак, переворачиваем. Будем сейчас подсоединяться. Все, пауза пока. Итак, смотрим контакты, ребят. Вспышка есть. Ну, 2008, да? 2008 год, конечно, нужно обслуживание, ребят. Вот так нельзя запускать. Она чисто вывозит за счет вот этого всего, за счет мозгов, то, что в свое время японцы тут не краили на мозгах. И за счет того, что она полегче все равно, и двигатель все равно как бы полегче. За счет этого она базар везет. И за счет охлаждения офигенного. Видели там сколько кишков? Вот это, и вентилятор мощный. И вот кишки там, вот, ну, диаметр, короче, грубо говоря, вон вентиляция соточка у меня, да? А там 110-е. Что будет лучше продуваться? Ну, понимаешь, да? И тут 110-е охлаждение. Итак, сейчас я зубной феей пройдусь. Зубной щеточкой своей. Видите как? Зубная щетка. Зубная фея обязательно. 2 раза в день, ребят. Встал ты там с похмелья, блядь. Первым делом идешь, морду умываешь. И потом зубы чистишь. Ничего сложного нет в том, чтобы зуб почистить. Пусть она будет даже вот такая расщеперенная щетка. Но все равно. Да. Я зубы чищу, ребят. Потому что мне в армии повыбивали зубы. Вот, так как я якут. Якутов не любили. Сказали, ты же якут, говорит, там. Сейчас мы тебе дадим пиздюлей. Нормально приходилось, как говорится. Ну, все были, наверное, в этой ситуации. Кто в армии был, те тому предъявляли за то, что ты чукча. Да, поэтому как бы тут не надо. Но приходилось за себя заступаться. Но там еще были местные, которые общины. Ну да ладно. Главное зубы чистить, ребят, которые остались. Вот. Ну, сейчас уже драк как таковых нету. Хотя я сейчас вот смотрел сегодня этот новости, блин, по телевизору, ребят. Это пипец, вызов 112. Знаешь, какую херню увидел сегодня? Короче, всем расскажу. Сегодня была такая история в одном каком-то типа городочке, да, где там можно детей спокойно отпускать. 12-летняя девочка, короче, пошла там куда-то гулять, ее, короче, насильник поймал, изнасиловал, короче, задушил, скинул, короче, в колодец, прикинь. Это по телеку сегодня показали, 20 числа. Ё-моё, блядь. Его хотели разорвать эти местные жители. Но не дали, короче. Да, ему там 45 лет этому, короче, насильнику. А тут еще чувак приходил к этому колодцу и убедиться, что она умерла. И тыкал ее, короче, ножом. Пиздец. Вот такая вот фигня. Короче, давайте не будем. Все, следим за собой, будь осторожен. Вот, поэтому следим за техникой. Осторожно, за детьми смотрим, звоним. Через каждые 5 минут. Фу, хотя я тоже детям не звоню нифига. Вот, но у каждого своя судьба. Но вот такая вот тема. Я уже думал, то, что все эти насильники, все это в прошлом. Сейчас же для всех есть порнохаб, туда-сюда. Сиди себе, пожалуйста, там, гоняй своего червя, да? Да? Представь, что хочешь, да? Что тебе, блин? В общем, отходим от темы. Сейчас подсоединяем крабики. Зубной феей я прошел, но все равно будем менять контакты, обслуживаться, смотреть состояние. Если она ровная, никаких проблем, меняем контакты, отпускаем. Если какие-то перекосы есть, смотрим там по деньгам, что у человека есть, деньги нет. И либо тусуем, либо устраняем что-нибудь. Потому что 20-ка может ездить
и с ошибкой. У нее мозги так сделаны, что для нее это как бы, пофиг. Да? Да, пофиг. Успела зарядиться, допустим, у 30-го Приуса у него уже мозги более чувствительные, он уже сразу видит, кстати, и сразу я критически. заметил. Так. Потому что это последнее время начал постоянно заряжаться. Зеленый выходит. Это плохо или хорошо? Вот, когда человек вот это замечает, я-то думал, он просто чуйка у него, что надо обслужиться. А оказывается, у него там батарейка начала уже показывать артефакты. В общем, любые передвижения, какие-то непонятные с гибридом, это в любом случае надо смотреть батарейку. Это как сердечко. Оп, ёкнуло сердечко. Все, все уже. Там уже понятно, что сердечко. Не надо там на ноги там пенять, там, или на почки, там, на печень. Если у тебя сердце ёкнуло, значит это уже сердце ёкнуло. И тут то же самое. Ладно, ребят, давайте записываем. Уже записал. Prius 4,5 года в Якутске в декабре будет 5 лет. Единственное, то, что хозяин не сказал, что он поменял двигатель. А двигатель он поменял из-за того, что историю рассказал. Рассказываю историю? В общем, некачественные масла, вот эти всякие новые нововведения, новые бренды, вот эти всякие вылазят. Всякие, я скажу своим словом, Аккора, Виндиго, я тоже раньше чуть не повелся на эту тему, вот на вот это Виндиго, там, тоже типа Аккоры, которые там трение убирает и так далее. В общем, он залил это масло и все. Лучше залить какой-нибудь Лукойл, чем Аккору, потому что знаешь, что Лукойл уже 50 тысяч лет она уже выпускает эти масла. Пусть они там для каких-то российских машин там и так далее, но зато она их выпускает. Понимаете? Уже сколько лет на российском рынке. Лучше ушлить какой-нибудь Синтек там, я не знаю. Хотя Синтек для меня это вообще топ за свои бабки. Чем какое-то вот новое введение, новые бренды, которые только-только проклюнулись, только-только появились. Как бы вы это должны понимать, что это на свой страх и риск. И в общем он проехал 1000 километров и двигатель выкинул. Вот такие бывают истории, ребят. Сейчас стоит атаковый. Еще сейчас мы туда вниз спустимся, он покажет, какое есть нововведение, чтобы не что-то там переделывать, говоришь. Говорит, в Владивостоке делают вот так, а наш один Кулибин придумал вот так. И теперь это четко. В общем, это все мы увидим внизу. Не переключайтесь, смотрим. Сейчас я записываю, подсоединяю крабики, посмотрим ситуацию. 30 FPS, 1080. Кто понимает, что такое качество картинки. Итак. 0.14 разбег, заряжено, более-менее. 15,5 вольт. В апгрейде чуть-чуть по-другому было заряжено. В очередной раз повторяюсь, то что там потому что с трассы всегда заезжали. Да, потому что с трассы заехал сразу же, а здесь приходится по дворам проехать. Поэтому какое-то время на электротяге, и поэтому вот такие вот показатели. Поэтому чуть-чуть перестраиваемся. Заранее заряжать не буду, потому что электричество тоже как бы денег стоит. Смотрим, 0.14. Чуть не упало, блин. Итак, ну все вроде как бы ровненько. 0.13 разбег я написал. Зарядка, все. По 3 минуты с лишним садится. Первый этап пошел. Еще раз повторяю, то что батарейка в заряженном состоянии, даже если она мертвая, она будет показывать, что она вот заряжена. Да, она показывает только себя только тогда, когда в разрядке, в пиковой разрядке. То бишь, это как человека на турник. Я такой весь крутой, ну давай, зарубимся. Пошли на турник, кто сильнее, кто смелее. Хоп. Хоть ты там 50 лет тебе, хоть 30 лет. А вдруг 50-летний дяденька 15 раз подтягивается, а я 30-летний пацан 10. Кто сильнее? Я 8 раз подтягиваюсь. Вот. Сколько тебе? 59. 59 лет, видите, 60 лет человеку. 8 раз подтягивается. А вес? 92. 92. В 2 раза сильнее меня, короче. Так что, ребята, вот. Лайк, кто подтягивается в 60 лет. 8 раз, тот красавчик. 59. Вообще даже уважуха. Дайте, сейчас пожму руку, ёк-макарёк. Кстати, это тоже лапу пожать, смотрите. Даже по силе рукопожатия уже можно определить, человек сильный или нет. Потому что бывают такие рукопожатия, ну как, полу, короче, мальчик, полудевочка. Вот так вот нежненько, так, как будто девушка. Вот. А тут мужик, он вот так вот
У меня, допустим, есть сосед по гаражу, у него погоняла медведь. Тоже у него фамилия почти как у меня, только чуть-чуть другое. Балакин. Вот. Респект ему, уважуха, давай поправляйся. Я знаю, что ты смотришь мои ролики. Хоть чуть-чуть, но смотришь. Давай, здоровья тебе. Вот лапа у тебя богатырская, блин. Вообще здоровый мужик. Всю жизнь на тракторе. Точнее, на бульдозере. Поэтому там лапа вот такая. Ну, изначально была генетика лапа вот такая. Плюс физическая нагрузка. Вот как последний клиент тоже приходил, тоже на вахтах со скольки-то там лет, со школьных. Тоже здоровый якут такой. Прям. Ну, его с ног сбить, я не знаю, что надо сделать. Что надо сделать? Надо разогнаться, наверное, километров 50 в час и лбом удариться об пузо. Тогда только он упадет. Ладно, шутки шутками. В общем, разрядка идет. Сейчас вот батареечку тоже надо будет вот эту, наверное, собрать. Вентилятор выручает. Кстати, классно. Да. Я вот купил этот кондиционер. И вот думаю, нахрен я его купил. Хотя нет, кондиционер, что пыль не летела, потому что пыль вот здесь вот, мне это не нравится. Хотя вроде как бы чисто, но пыль есть. Вот, смотрите, вот, видите, пыль. Я вот недавно буквально пыль протирал, а все равно летит. Чисто, чтобы пыль не летела, для этого нужен кондиционер. Получается, вот вентилятор сейчас этот пыль эту всю гоняет. Кстати, Алексей, у тебя чисто все? Не, это еще грязно. Еще бардак вот этот, видишь, вот у меня. Я жду, еще полки придут, потому что я в начале, когда начинал, там жировал, эти полки покупал в этом. А вот эти полки я купил еще 8 тысяч, вот этот вот мне обошлась, вот эта хрень. Это ужасно. Я имею в виду просто полки. Вот эта полочка, вот это, да, это торговое оборудование, так первый этап. В общем, первый этап прошел, чуть-чуть отвлеклись. Да, чем хуже, тем больше, тем хуже. Но посмотрим в дальнейшем. Пока... Самый пик это когда вот последний раз, вот ты вот 8-й раз как подтягиваешься, легко или тебя там подбрасывает? Еле-еле, вот. Вот на 8-м и на 9-м разе тогда фиксировать надо. Вот 9-й раз вот этот стоп-кадр, короче, я делаю. Когда он вот так уже висит, и я чик, опа-на, что у тебя там? Какая рука у тебя, правая, левая, там, нога у тебя, что там зависло? И тут то же самое, чисто в пике. Ладно. В общем, эти полки можно заказать в Альберисе, ребят, и просто распилить их, короче, как вот по типу вон тех полок, которые у меня. Пилишь, вешаешь на нагеля, ну я на нагеля, кто-то может на дерево, и к потолку. Вот эту, вот так вот, отпилил вот так, кусочки вот так вот, 2 штучки. Эти 2 штучки прифигачил а это к потолку. И все, сколько тебе там надо. Тут получается 1, 2, 3, 4 полки, вот в этом стеллаже. 1, 2, 3, 4. Можно распилить, подвешать, и вот она будет тут висеть. Но это мой лайфхак, как бы. Ну, это я буду еще с ней. Ну, в принципе, видео это, наверное, раньше пойдет, потому что хронологию не нарушаю. Гибрид силу, когда я там 2-я, 3-я часть. Хотя я не показывал, как я полки делаю, потому что мне не до этого было. Надо было делать, а не снимать. Это сейчас я вот тут на чили, на расслабоне. Музычка играет. Вот. Кто-то спросит, что это такое? Вот это вот. Ну как, ничего непонятного, что это такое. Это самая крутая вещь, которая здесь есть на самом деле. Даже круче, чем вот это. Не, это круче. Здесь плоды ума, креативности. Вот уже все. Хоп, первое. Ну, скорее всего, да. Вот видите, как он полетел. 2 штучки уже. Практически уже ошибка. Но она, говорю, может с ошибкой даже ездить. Это 20-очка. В общем, будем тусовать, наверное, скорее всего. Вот как разбежалась. Как бы тут никакой фальсификации нет. Никаких этих нету там. У меня задачи нет тут кого-то, блин, разводить на бабки там и так далее. Сейчас дальше чуть-чуть будет. В общем, 2-й этап не прошел, ребят. Уже все. Где-то здесь, вот, скорее всего, вот здесь где-то больной зубик. Сейчас мы его будем вычислять. Ну, вот они 2. 2 батареечки слабенькие. Но они пока еще не падают. Так, ну, крутой пике. Не будем их делать, чтобы они закоротились. Вот те, которые серые, да? Да. Не серые. Вот 2, ну, получается, да, серые. Они очень, видишь, все остальные косяком идут. Ага. Ну, как утки. Да. И 2 утки полетели, ты их подбил. 2 утки, вот уже все подранки, короче. А когда уже ты подстрелил, она упадает, короче, вниз. Это кресты. Это вот я кресты ставлю.
Тыш, кресты, это все уже. Эти нельзя использовать. Даже какой машина? это в Окси был последний. Вот, допустим, 36%. Она никуда не годится. В ней крест, но в ней еще 36%, но она уже закороченная. Это как я недавно, у меня аккумулятор, и там у аккумулятора, получается, у обычного 5 банок. Понимаете же, да? А почему это постоянно вот сбоку постоянно садятся? Наоборот, не сбоку, с середины садятся. Это я просто их положил с большего к меньшему. Все понял. Я разложил их, они на самом деле вот здесь были. Вот эти кресты были вот здесь, в середине. Вот. А почему в середине? И вот у тебя тоже, кстати, тоже почти середина, да, середины. Потому что в середине всегда холодно, ну, точнее, это нагрузка большая. Просто. Сжатая, по низу охлаждение идет, по верху идет, а здесь самый напряг, короче. Они зажаты и, короче, ну, такая специфика. А бывает крауны 40, прикинь, 40, вот где-то вот настолько батарейка вот такая. У них еще больше это износ происходит. Вот. Ну что, будем смотреть. Наверное, сейчас переговорим, что с клиентом делать. Поставим эти плохие батареечки, но они еще пока как утки полетели под ранки, но их можно еще, наверное, скорее всего. Либо если клиент посчитает нужным, мы их поменяем. Да, но это денег просто стоит. Я же не знаю, сколько денег есть у человека. Сейчас будем разговаривать за кадром. Давайте, ребят, проверим номера. По очереди, не по очереди. Так. 32, 30, вот 31, да? 31, 32, 37, 38, 35. Блять, отсюда что ли? Так, смотрим. Так, ну вот, 81, 82, 83, 84, 80, ну ладно, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, так, 46, 47, 48, 49, 50, ага, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 31, 32. Машина, получается, тусовали далеко? Ну, не более-менее по очереди, но иногда бывает такое, то, что по 4 берут. 4, 4, 4. По 4. Если они по 4 в ряд идут, значит это все нормально. По 4 в ряд же. 80, 81, 82, 83, 84, 5, 80, вот 50, 51, 52, 53, 54, 55. Раз, два, три, 4, 5. Ну, по 5 штук. 5 штук идут, в принципе, это... Ну, по косвенным признакам в эту машину не лазили, потому что я там видел клепочки такие, которые только тогда срываются, когда туда лезешь, как бы. Да, поэтому, ну вот, 2 6-вольтовых есть. Кто знает прикол про 6-вольтовых, сразу лайк ставьте. Все остальные 7-вольтовые нормальные, а вот эти вот буратины, блин. Ну, сейчас мы их поменяем. И нормально будет. Куда-нибудь воткнем их здесь, туса-джуса. И все. Процентов 70 поставим. Так, батареечка. 2 штучки поменял. 60% по бюджету поставил. Залетела муха какая-то. В общем, батареечка нормальная. Уже 2 раза пересобрал. Картина. Вот такая. 2 батареечки забраковали. Поменял. 60% поставил. Ну, будет еще ездить и ездить. Что, посмотрим контакты, ребят. Смотрите, 2008 год. Сами пятаки чистенькие. С этой стороны. Ну и с этой тоже. Ну вот уже началось вот тут вот почернение. Ну, потому что форма гайки другая. Форма гайки у 20-ок еще другая. Меньше объем имеет. Да, кстати, форма гайки, она интересная. Сейчас я какую-нибудь гаечку выкручу, покажу. А, не, уже не буду выкручивать. Все, батареечка собрана. Сейчас будем устанавливать батарею. Сейчас зацеплю. Куда-нибудь вот сюда. Или где там было. А, вот сюда. Или вот сюда. Зацеплюсь. Ну все, легенда. Легенда. Поехала.
Легенда, легенда. Четкая тачка на самом деле. Жизнь вообще очень короткая штука. Если тебе дорог человек, надо вот так хватать обеими руками и держать. Сильно-сильно. Завтра обернешься, никого нет.